Спорт, в частности, один из самых массовых его видов, вольная борьба, во все времена был очень популярен. Малгобек и его район в свое время были кузницами борцов вольного стиля, прославлявших наш край на всю страну. Подхватил знамя побед города воинской славы в новейшей истории и основанный совсем недавно меценатом Баширом Куштовым спортклуб «Кушт», базирующийся на территории ФОКа имени Исы Тумгоева, выдающегося борца и тренера из этого города. Открытие клуба стало большим подарком для местных жителей, в частности для спортсменов. В таком небольшом ФОКе и воспитываются настоящие чемпионы под чутким руководством тренерского штаба. Наставники с течением времени меняются, но цель у них всегда одна и та же – стать теми, кто приведет команду Ингушетии к триумфу на соревнованиях любого масштаба и уровня. Мы делаем сначала, разминаются, они делают вот эту разминку, которую вы видите. Потом идет их процесс подготовки, приемы, они отрабатывают первый промежуток приема, они подводят себя к приемам. Потом идет борьба в захватах у них, отрабатывают отрезках они. Потом идет схватки, потом уже идет индивидуальная программа с каждым. Холодно ли на улице, жарко ли, для этих ребят капризы погоды не помеха. Ежедневно, 7 дней в неделю и 365 дней в году они готовы тренироваться, чтобы стать лучшими. Разумеется, каждый спортсмен преследует только эту цель – быть первым в своем виде спорта. Только усердием и трудолюбием можно добиться успеха, а как раз такие ребята здесь и собрались. Давай, пошла борьба! Тренировки в спортклубе проходят не только в стенах ФОКа. Не забывают тренеры и о работе над выносливостью. К примеру, каждую среду и субботу у спортсменов кроссовый день. Тренировки проходят на городском стадионе. Сама система подготовки базировалась в субботу, в среду кроссы, на выносливость. Сегодня тренера, которые приехали из-за границы, дзюдо вроде отменили, кроссы отменили. То же самое делают и вольники сегодня. Многие тренера считают, что это правильно. Но все находится в процессе эксперимента. Вольная борьба – один из самых энергозатратных видов спорта, поэтому с ребятами работает хорошо укомплектованный тренерский штаб. Их задача сделать так, чтобы при выходе на ковер спортсмен чувствовал себя на все 100% подготовленным. Задача же спортсмена – выложиться по полной и оправдать доверие тренера. Пока что сбоев в этой незамысловатой тактике не было. Так что без остановок. Он хитри, Акраман. Сразу 10 секунд на переход. Приготовились? Пошли! Скорость нужна, скорость. Давай, ускорение, Ваха! Быстрее надо делать! Быстрее! They're going
Переход. Пошли быстрее. Бежать. Помимо уже заслуженных мастеров спорта по вольной борьбе, в зале тренируются и более юные борцы. Общение со старшими товарищами, с которых можно брать пример, вот цель, которую они преследуют. Совместные тренировки с именитыми борцами им, разумеется, идут только на пользу. Результат – первые места на различных соревнованиях. Понятное дело, что в клуб Кушт могли попасть только лучшие спортсмены. Отбор был не сказать, что жестким, но в каждой весовой категории на областных или федеральных соревнованиях теперь можно выставлять по нескольку человек от этого клуба, что говорит о серьезной конкуренции и уровне развития вольной борьбы. Несмотря на то, что этот клуб открыли недавно, его спортсмены уже успели заявить о себе на мировой арене. – 2018 год для клуба стал по-настоящему результативным. Один из самых перспективных ингушских борцов Муслим Евлоев полностью оправдал все ожидания руководства спортклуба Кушт. На чемпионате Азии Муслим уверенно провел все схватки и стал победителем состязаний. Муслим, расскажи, как для тебя сложился 2018 год, как ты оцениваешь свое выступление? 2018 год для меня сложился, можно сказать, неплохим. Я отборолся несколько в ряд турниров. Особенно запомнился чемпионат Азии, выступление, которое проходилось у нас в столице Кыргызстана, в Бишкеке. Муслим, а теперь какие у тебя задачи в дальнейшем, какие планы? Сейчас начался уже 2019 год, сейчас будем уже начинать заново. Будем готовиться, если получится, иншаллах, на Олимпиаду, иншаллах, будем готовиться. Муслим, а вот чувствуется разница тренировок там, в Киргизии, и в Ингушетии, у себя в родном зале? Да, чувствуется. Там как бы горная местность, и там мы на силовую подготовку туда едем подготовиться. Вот. А здесь тоже как бы у нас на Кавказе считается борцы самые хорошие, и я именно ковровую работу здесь делаю, в частности дома и за пределами. То есть дома стены помогают, и спортсмен тяжелее, да? Да. Ну, свои ребята, поэтому интереснее с ними тренироваться, вырос. В числе спортсменов клуба и именитый борец, грэплер, самбист и просто хороший человек Моусер Боков. Этот парень успевает на все соревнования, практически в любом виде единоборств. И везде успешно выступает. Последние достижения – первое место на чемпионате мира по боевому самбо. А до этого Моусер стал победителем и чемпионата мира по панкратиону. Этот
Этот год сложился для меня очень хорошо, очень успешно. У меня были некоторые старты, были кое-какие планы. В основном я готовился на чемпионат России по панкратиону. И так вышло, что еще по чемпионату боевому самбо тоже успел выступить. Как все уже знаете, я выиграл обе чемпионата России и также поехал на чемпионаты мира, тоже там выиграл. В конце года Башир Куштов сделал мне очень хороший подарок, подарил машину. Также пригласил нас сюда, вот, ездим, смотрим, очень красивое место, очень приятно здесь находиться. В цель у меня, конечно, выступить по профессиональным боям и привести пояс своей весовой категории. Думаю, получится, буду готовиться с поддержкой своих близких, родных, и также Башира Куштова, Магомеда Мусаева, своих тренеров. Думаю, достигнем своих целей. Помимо опытных спортсменов из клуба, неплохие результаты показывают и юниоры. На прошедшем первенстве Европы Тагир Ханиев сумел закрепиться в числе сильнейших борцов континента, став обладателем серебряной медали. 2018 год для меня сложился хорошо. Я выиграл первенство России и поехал на Европу. Выиграл первенство России, поехал на Европу. Европу выиграл и стал серебряным призером первенства России по старшим величинам. Теперь я усиленно тренируюсь в своем зале, хочу стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. 2018 год позади, а значит самое время, чтобы собраться и обсудить дальнейшие планы на предстоящий сезон. Расскажите, как вообще возникла идея создать клуб Куштов, спортивный клуб Куштов? Ну, идея не моя. Есть брат Алаудин Хадзеев. Он говорит, я поговорил с Мусаевым Магомедом. Мы, говорит, поговорили. Парень, говорит, классный. Надо, говорит, просто, говорит, попробовать, говорит, эту систему потянуть, поддержать. Единственное, что сказал, я говорю, не люблю начинать какие-то дела, там, где я не уверен, что, допустим, смогу помочь, подтянуть там. И как-то начать и остановиться тоже не в моих правилах. Если начинать, то делать до конца. Вот, познакомились с Магомедом. То, что он говорил, он может даже сказать, процента на 20 говорил. Когда я узнал человека, он оказался на самом деле неординарным человеком. Всесторонне развитый, готовый человек, готовый руководитель. Вот. И то, что говорит, он знает, о чем говорит. То есть знающий свое дело тонко. Ну, сели, поговорили и договорились. Решили втроем. То есть мы, идея Алаудина с Мусаевым, они вдвоем решили, меня позвали, мы втроем сели, поговорили. Хадежду хам нагасан, если мы будем делать диалшидовый хадой, то на голову худы перед хубу маснен. Нагасан, если мы какие-то идеи и какие, то есть если мы, допустим, какую-то видим в этом цель, то она должна быть или сейчас озвучена, или не должна быть озвучена вообще больше никогда. Диалшидо должен хам имеет перспективу вечности, все остальное оно рушится. Поэтому договорились именно на этом начинании. Ассаламу алейкум. Клуб совсем недавно открыт больше. Да. Но однако есть хорошие результаты, да, особенно в этом году, то есть в прошлом году, в 2018 году. Опять же, успешное выступление Мосора, Волкова, Ханиева, Муслима Евлоева. Опять же, вот как вы оцениваете выступление, как он вообще в целом развитие? Есть такой момент, с Баргиах Ждахамди, Барька был Чам Бацасон, поэтому говорить о перспективах я не буду, это Магомед говорит, он сам лучше знает, потому что он с каждым живет, он с этим спортсменом живет, он его знает лучше, чем его родитель. Вот, это будет говорить он. Но то, что результаты есть, и то, что они в первый год они были, конечно, тяжелы, потому что это период становления клуба. Сейчас, 18-й год, он себя показал, Аллах, 19-й, 20-й год и там дальше. Но хотим заявочку сделать такую серьезную. Магомед скромничает, не говорит ничего, и мне полномочий не дал. Поэтому на все воля Всевышнего. Будем радовать. 2018 год у нас закончился лучше, чем 2017. Результаты были у нас намного лучше. Результаты были. В общем, это говорит о том, что мы в правильном направлении. Ну, я так вкратце перечислю наши успехи, которые были в 2018 году.
Это вот Евлоев Муслим, первый и, мне кажется, один из самых главных. Чемпионом Азии стал. Боков Маусар чемпионом мира стал по боевому самбо, чемпионом России стал до этого. Ханиев Тагир первенство Европы выиграл. Потом Картоев Ислам чемпионом СКФО стал и призером России. Евлоев Мурат стал серебряным призером России среди молодежи и попал в состав сборной России. В общем, это вот то, что я могу сказать коротко. Основатель спортивного клуба нашего Кушт, Башир Куштов, пригласил нас всех к себе в гости, чтобы подвести итоги года, поставить план на следующий год, имеется в виду вот тот, который начался. Вот. В общем, мы посидели, поговорили, все ему рассказали. Ну, он так и так следит, все знает, я думаю, что ему ничего не надо было. Для него не ново было это все. Турниры 2019 года еще впереди, а это значит, что воспитанников клуба Кушт ждут новые спортивные свершения.